Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Кунгурцева Гузель Фанузовна. Вступительные испытания будет проходить в дистанционной форме. Вид экзамена – тестирование. Количество вопросов – 25. Минимальное количество баллов, которые необходимо набрать – 50. Максимальное количество баллов – 100. Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Структура тестовых заданий следующая. Первое – это основные школы в истории управленческой мысли. Второе – социальная организация. Третье – культура управления. Четвертое – структура, содержание и функции управления. Пятое – методы управления, коммуникативные процессы. Дистанционная форма сдачи предполагает: первое – первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Смотрите папку «Спам». Второе – последующие посещения сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Третье. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, именем, отчеством. Четвертое. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть одна попытка. В конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания. Самое позднее время входа за 1,5 часа. Расписание вступительных испытаний. Заходим на сайт приемной комиссии, выбираем магистратура, и в документации размещено расписание. Перед вами расписание, выделенное желтым цветом. Как подготовиться к вступительному испытанию? Заходите на сайт приемной комиссии, выбираете магистратура, в документации прикреплены программы вступительных испытаний. Это программа вступительного испытания. При подготовке к экзамену следует обратить внимание на такие разделы, как управление, как социальные явления. Обратите внимание на такие вопросы, как управленческие отношения, управленческая деятельность, как результат общественного разделения труда, специфика управленческой деятельности, уровни, предмет, объект, субъект, структура управленческих отношений, уровни и типы управления. В разделе «Менеджмент организации» особое внимание следует обратить на такие темы, как понятие организации, сущность, свойства иерархии, структура управления, структура организации, организация как система социальных групп. Также следует обратить внимание на такие темы, как понятие управленческого решения, методы выбора решений, сущность, природа, ресурсы власти, психология формирования власти, власть в процессе принятия решений. Особое внимание следует обратить на такой раздел, как история управленческой мысли. Обратите внимание на такие темы, как классическая теория управления, теория человеческих отношений, теория поведенческих наук, теория бюрократии Вебера, современные теории управления. Еще один раздел, на который следует обратить внимание, это культура. Понятие культуры, формы, функции культуры, культура принятия управленческих решений. Рассмотрим примеры. Первый вопрос. Что понимается под управлением?
Перед вами 4 варианта ответа. Это и целенаправленный, планируемый, координируемый, сознательно организованный процесс, способствующий достижению максимального эффекта при минимальных затратах ресурсов, усилий и времени. Второй вариант – это функции биологических, социальных, технических, организационных систем, которые обеспечивают сохранение их структуры, поддерживает определенный режим деятельности. Четвертый вариант – это управление людей людьми. И Г – все варианты правильны. В данном случае вы отмечаете вариант Г. Все ответы правильны. Еще один вопрос рассмотрим. Например, способы воздействия субъекта управления на объект для достижения поставленных целей. Это методы управления. То есть из представленных вариантов вы выбираете один правильный вариант. Обязательно в день консультации свои вопросы можете написать на почту. Я постараюсь ответить. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите в
все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.